На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наши основные темы. Система действует. Не всегда заявки проходят, приходится ждать долго. О промежуточных итогах работы народного контроля Салават Мухаммадулян. 2 месяца без холодной воды. Прям так и говорили. Живите, пожалуйста, в какашечках, которые стекут с нас, и в вонючей воде. Почему из-за одного жильца страдает весь дом, узнала Ралина Абрамова. Время покажет. Приходится вот как в детстве побываешь. Как антураж советской эпохи притягивает людей на блошиный рынок в Казани, увидел Рамиль Шайдуллин. Не летели сегодня из Казани самолеты. В аэропорту были задержаны более десятка рейсов. Все из-за сильного тумана. Он окутал Казань и пригород так, что видимость снизилась до 150 метров. Некоторые рейсы были задержаны до 3 часов. Это Бугульма, Москва, Самара и другие. Рейс Ташкент-Казани вовсе посадили в Самаре на запасном аэродроме. После возобновили только к полудню полеты. На этом не все, говорят синоптики. Сильный туман прогнозируют и предстоящей ночью, и на утро. Длительность задержек составляет от 1 до 3 часов. Представители авиакомпаний ведут работу с пассажирами в соответствии с федеральными авиационными правилами. Ближе к середине дня видимость улучшилась, и с 11:40 аэропорт работает в штатном режиме. Турецкие стекла из Алабуги нарастят долю на российском рынке. С генеральным директором компании «Шишеджам» сегодня встретился Рустам Минниханов. Президент республики и Ахмед Кырман обсудили текущие дела резидента экономической зоны Алабуга и ее планы по наращиванию объемов производства листового и автомобильного стекла. Повысить инвестиции в экономику Татарстана планируют и египетские партнеры. Рустам Минниханов провел встречу с председателем Российско-египетского делового совета Михаилом Орловым. Стороны обсудили планы по развитию деловых контактов с египетскими компаниями и сотрудничество в области проектов торговли и инвестиций. За большой вклад в развитие международных связей Татарстана сегодня Рустам Минниханов вручил медаль республики за доблестный труд координатору группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» Вениамину Попову. Каждая 4-я жалоба получает отказ или остается нерешенной. Итоги работы народного контроля сегодня подвели в Доме правительства. Только в этом году система пополнилась на 43,5 тысячи заявок. Хотя, как выяснилось, что и через портал сложно достучаться до власть имущих. Почему, разбирался Салават Мухаммадуллин. Непристегнутый водитель, несанкционированная реклама или непорядок на улицах. С гаджета прямо на стол исполнителей. Удобно, бесспорно. Правда, авторитет и популярность народного контроля все же вызывают вопросы. Вы слышали про систему народный контроль? Нет. Народный контроль. Я это не слышала. Почему не обращались? Смысл? Не вижу. Конечно, не всегда заявки проходят, приходится ждать долго. Лилия Желтухина – одна из немногих активных пользователей народного контроля. Быстро, говорит девушка, но с досадой продолжает. Формальный подход к решению проблем. Молодая мама просила осветить дорогу к детскому саду. Юридически ответ правильный, а вот по-человечески родителям до сих пор приходится наматывать километры. Приходится ждать долго. Иногда просто завершают заявку и ничего не решают. А иногда, конечно, спасает это. Наличие отказов и отложенных решений модераторы системы не отрицают и сетуют на невозможность оперативного решения всех проблем. Заявки, они и повисают, скажем так, на больше года срок, потому что в городе, например, пишут, что сделайте двор, все сразу, одновременно, понятно, не может быть сделано. Число обращений с каждым годом растет, но для миллионной республики цифра в 40 тысяч не показатель. Очень много заявок поступило в середине года, и бюджет уже сверстан. И поэтому, безусловно, это уже решение откладывается на следующий год или через год. Аналог народного контроля, народный инспектор набирает обороты. На помощь к полицейским подоспели 44 тысячи заявок. Самая популярная категория – парковка на тротуаре. С момента запуска приложения скачали, установили более 90 тысяч раз. Для удобства пользователей системы проходит апгрейд. Появляются и анонимные заявки в случаях с оборотом алкоголя и коррупцией. Так авторы платформ надеются сделать народный контроль безопасным для самого народа. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань.
До народного контроля еще не дошли, но в жилинспекцию сходили. Ушат холодной воды буквально на голову вылили жителям 61-го дома по улице Карбышева, Казани. Их топит сосед сверху, утверждают они. И так каждую неделю. Коммунальщики проблему решают просто – перекрывают стояк. В добрососедских отношениях разбиралась Ралина Абрамова. Стекло на кухонный гарнитур, весь кухонный гарнитур набух. Здесь в стаканах была вода. Такую картину застала Айгуль Галиева на кухне в начале сентября. С тех пор ничего не изменилось. Топят раз в неделю, говорят жители. Каждый раз перекрывают краны. И весь дом сидит без воды. У соседа неисправен смывной бачок, предполагают здесь. Прям так и говорит. Живите, пожалуйста, в какашечках, которые стекут с нас, и в вонючей воде. Еще заселю квартирантов. В итоге за горячую воду жители теперь платят в 4 раза больше. Хозяева вроде на контакт не идут. Приходится горячей водичкой канализационные трубы промывать. Большой расход. Мы не можем элементарно ни приготовить еду, ни помыться, ни, извините, смыть в унитазе. То есть дается только горячая вода, нам приходится ее наливать, остужать. Хозяин той квартиры сверху, как выясняется, там не проживает. Поймать его непросто, говорят жители дома. Вот в этой 34-й квартире живет виновник всех несчастий. Давайте посмотрим, дома ли он сейчас. Дверь никто не открывает. Впрочем, мы смогли до него дозвониться. Нам акт составили, что у нас нету никакой течи. То есть она наглым образом обманывает всех для достижения каких-то целей, чтобы там вымогать деньги. Жители обивали пороги разных инстанций, но пока безрезультатно. Пока жильца нет, мы силой ворваться в квартиру и что сделать в его квартире не имеем права. Жители обратились в жилинспекцию. Они намерены у них спросить, почему по вине одного страдают десятки и кто должен принять меры. Сейчас у нас планируется выход. Завтра инспектор этот выход будет осуществлять. Контакты непосредственно виновника ей переданы. То есть максимально мы постараемся с ним связаться и обеспечить доступ для проведения проверки. Как нам обещали в жилинспекции, в квартиру Гляскарова придут инспекторы. Тем не менее, соседи планируют обратиться в суд. Ралина Абрамова, Мирзалишев, ТНВ, Казань. Со своей проблемой жители дома на Карбышева, Казань, обратились в нашу редакцию. Если у вас есть что нам рассказать, звоните по телефону 570 50 17. Тарифы за ЖКУ в Челнах вырастут на 3-4% в новом году. В исполкоме города сейчас формируют стоимость жилищных услуг. Тема для Челнов резонансная. Активисты дошли до арбитражного суда, доказывая, что за ОДН платить больше должны не те, у кого больше квартира, а у кого больше доля в общедомовом имуществе. Так чего ожидать в счетах-фактурах в следующем году, расскажет Рамиль Шайдулин. Батареи плюнуть невозможно, кипит. Потому что ЖЭК накручивают цену. Это мое мнение. Ценовой политикой ЖЭКа возмущен не один челнинец. На слуху всего города претензии активистов к исполкому и обращение в суд с тем, что тарифы завышены, причем точечно. Самое интересное, почему-то в разные дома именно платят по-разному горячую воду. Вот всегда было интересно, как они считают. По подсчетам активистов, по-разному приходится платить даже соседям. В ТОС эту практику объясняют просто. Все дома, которые старые, уже давно уже работают, как говорится, живут. Там, конечно, затрат больше. Но были и другие факты. Сначала цены поднимали тем, у кого были двутарифные счетчики, после тем, у кого квартира больше. Если, допустим, у меня, грубо говоря, там 50 квадратов, да, в своей собственности, да, соответственно, я несу большие затраты по содержанию общедолевого имущества, чем, допустим, гражданин, у которого 30 квадратных метров. Такое ценообразование признали законным. Челнинский исполком и жители города прошли 2 арбитражных суда. Сначала татарстанский, затем самарский. Судья посчитал, что все тарифы, которые устанавливаются исполнительным комитетом, они установлены законно, обоснованно, и в решении татарстанского УФАС нашел нарушение. Однако не все жители с этим согласны. Сегодня исполком просчитывает стоимость жилищных услуг на следующий год. По прогнозам, челнинцам ждать платежек с большими цифрами за тепло и воду. Пока речь идет о 3 или 4%. Рамиль Шайдулин, Ильшат Аюбов, Альберт Шефигулин, ТНВ, Набережные Челны.
Ежедневные очереди, некомпетентные врачи, невозможность записаться на прием. На качество оказываемых услуг теперь могут повлиять пациенты. Минздрав Республики изучает мнение татарстанцев. Высказаться можно на портале ведомства. Что больше всего волнует пациентов? Подробный репортаж смотрите в утреннем выпуске новостей. Да будет свет, сказали жителям села Чутеево Кайбецкого района электрики буинских сетей. Они провели полную реконструкцию системы электропередач. Обновления ждут еще ряд сел района. Перебои в электричестве еще недавно в селе Чутеево Кайбецкого района было обычным делом, говорит стражила деревни Фадания Камалова. И когда специалисты буинских электрических сетей взялись за реконструкцию электросетей, радости не было предела. Слава богу, вот сейчас началась реконструкция. Надеемся, что уж таких случаев с перебоями электроэнергии не будет. Из 56 сел и деревень Кайбецкого района в 8 были проблемы с электричеством. Сказывалась удаленность от районного центра, да и сами линии, построенные несколько десятков лет назад, нуждались в модернизации. По реконструкции распределительных сетей у нас проводится не только в Кайбецком муниципальном районе, у нас еще проводится в Кавсюнсинском, Держановском, Верхнеусонском районах. Это порядка где-то 11 населенных пунктов на общую сумму 156 миллионов рублей. Это 114 километров воздушных линий и 37 трансформаторных подстанций. В этом селе еще вовсю кипит работа, а вот деревня по соседству уже пожинает плоды комфортной жизни без перебоев электричества. Большое Тябердино, самый отдаленный населенный пункт района. Здесь были заменены не только электролинии, но установлены 4 трансформаторные подстанции. Начиная уже с 2016 года, включая 2017 год, у нас было очень много капитальных вложений. По республике существуют большие программы. И вот через сетевую компанию в этом году профинансировано нашему району более 65 миллионов рублей. В этом году в Кайбецком районе получили бесперебойное электроснабжение жители Большого Мими. До Нового года планируется реконструировать и электролинии в селе Федоровское. Динара Камалова, Игорь Романов, ТНВ, Кайбецкий район. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Время покажет. Приходится вот как в детстве побываешь. Как антураж советской эпохи притягивает людей на блошиный рынок в Казани, увидел Рамиль Шайдуллин. Не революция, а реставрация. 92% готовность строители дают полностью. Когда в новом облике предстанет ДК имени Ленина, узнал Дмитрий Аринин. Асхат Нускабай поблагодарил Ментимира Шаймиева за поддержку и плодотворное сотрудничество. Сегодня в Кремле государственный советник Татарстана встретился с генеральным консулом Казахстана в Казани. Нускабай работает в республике с 2012 года и сейчас завершает свою деятельность в Татарстане. В дальнейшем он продолжит дипломатическую карьеру в Санкт-Петербурге. Как голос из прошлого, альметьевцы в день столетия Октябрьской революции вскрыли капсулу с посланием потомкам. Ее заложили 36 лет назад. Свидетелем стал и председатель Госсовета, который в свое время участвовал в закладке послания. Что оказалось в бумаге 1981 года и что написали сегодня альметьевцы уже будущим поколениям. 81 год в историю Альметьевска вписан золотыми буквами. Год, когда добыли 2 миллиарда тонн нефти. Тогда и написали наставление потомкам и заложили в стену нового дома культуры. Подписал его Фарид Мухаммедшин, тогда еще зампредседателя Альметьевского исполкома. И сегодня он вновь в родном городе. Спустя 36 лет капсула извлечена. Разрешите вам ее передать, Ваши успехи, друзья, в развитии науки и техники в области культуры будут значительнее и весомее. Будьте счастливы, берегите мир. Я думаю, живущие, трудящиеся, работающие здесь люди, все наши пожелания воплотили вот в тех замечательных объектах, условиях спокойствия и уверенности в своем развитии нашего города. И сегодня же подписали послание для потомков из 2047 года. Также Фарид Мухаммедшин встретился с активом Альметьевска и местными студентами. Говорили о 25-летии Конституции Татарстана и затронули тему последних дней – преподавания татарского языка. Сейчас согласовываем этот вопрос. Никто не ставит право преподавания национальных языков, государственных. Но объемы надо будет пересмотреть. Будем преподавать для татар, более углубленное знание татарского языка, а для носителей не татар, этого языка татарского будет другая программа,
по которой они будут учиться разговорному языку. Тема языка станет одним из ключевых вопросов на завтрашней сессии Госсовета. Там ожидается выступление министра образования республики. Сегодня же в Альметьевске открыли памятную доску премьер-министру Татарстана первой половины 90-х Мухаммаду Сабирову. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Линза Анатольевна, Гастин, Булат Шафигулин, ТНВ Альметьевск. Столетие Октябрьской революции в Казани отметили большим митингом. Пришли порядка 200 человек. Встречу организовали татарстанские коммунисты. Они вспоминали события столетней давности, их значение в мировой истории, роль Ленина и достижения СССР. Напомним, ночью 7 ноября 1917 года большевики штурмом взяли Зимний дворец, где заседало Временное правительство. С этого момента начинается летоисчисление советской эпохи. Для одних это стало национальной катастрофой, другие считают ее прогрессивным событием в истории человечества. Мы митинг проводим, а то, что мало народа, сегодня рабочий день. Вообще 7 ноября должен быть красным днем календаря. Если говорить о значении Великого Октября, она о том, что впервые в истории народ, рабочие, солдатские депутаты взяли власть в свои руки и построили советское государство. По поводу столетия октября высказался и глава Госсовета Фарид Мухаммедшин. Время скоротечно. Революционные 17-е уходят все дальше. Для нас, живущих в 21 веке, судьбоносные события этих лет – одна из самых сложных страниц истории Родины. Ее уроки нужны прежде всего для примирения, укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. Убежден, мы сохраним и приумножим историческое величие нашей отчизны. Когда ретро в тренде, ходят легенды о советском дефиците, но и сегодня товары той эпохи раскупаются, едва появившись. Говоря современным языком, open space маркетах, а по старинке блошиных рынках можно купить винтажные радиоприемники, граммофоны и не только. И в одно из таких мест, Казанский парк имени Карима Тинчурина, отправился Рамиль Шайдуллин. Так звучат 50-е, когда через патефон музыка с узнаваемой хрипотцой пленила сердца советских людей. Сегодня его заменяет плеер, но за теплым звуком люди идут на барахолки. Людей, которые интересуются вещами советской эпохи, очень много. Особенно китайцев. Туристов тянет ностальгия по мощи советского промо, о рожденных в СССР воспоминания. Ведь наконец-то можно перечитать Чука и Гека или вспомнить Олимпиаду 80. Тут приходишь, вот как в детстве побываешь. Тут я видел даже утюг, углем в который. Я помню, в детстве играл с ним. Как будто пароход был. На час окунувшись в советское прошлое, я понимаю, что оно славилось не только талонами и очередями, а еще и пресловутым настоящим советским качеством. Был железный занавес, но некоторым и он не мешал быть на волне с Западом. Это было время винила. Вот тот самый звук, да, который вот рок-н-ролльный, настоящий, он именно здесь находится. Он на виниле. Александр Ботов, меломан, переживает, что звук уже не тот. Музыка и фильмы теперь в смартфонах, как и книги в электронных читалках. Электронные книги — это уже не то. А книги, которые здесь продают, это все равно напоминает как-то немножко прошлое, детство. И даже пахнет. Да, пахнет даже. Так пахнет винтаж. Первыми плеерами, временем, когда диски были не лазерными, а виниловыми, значки не компьютерными, а нагрудными. Если цена у такого прошлого, ностальгия бесценна. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. А такие изменения, связанные с именем Ленина, скорее всего, могут одобрить все 100%. К концу года в Казани планируют завершить ремонт Дома культуры имени Ленина. Объект советского неоклассицизма и сталинского ампира был построен в 60-м году прошлого века. Теперь это объект культурного наследия. Дмитрий Аринин в честь праздника провел интервью Live to Tape. Вот эти двери, они полностью созданы по тому историческому образцу, который был в прошлом столетии при открытии. Красивы эти двери тем, что это настоящий дуб. Паркет также дубовый. В тех местах, где невозможно было спасти покрытие, полностью выложен новый паркет. В центральном фойе концертного зала люстры находятся те самые, которые были приобретены в прошлом столетии, в 1960 году. Эти люстры немного отреставрированы и вернули на историческое свое место.
Организации строительные, которые работают на нашем объекте, они опытные в плане зданий культурного наследия, там, где делаются реставрационные работы. Все стены должны остаться того вида, которые были 60 лет тому назад. Но любое учреждение культуры славится не только стенами, но и наполнением современным, которое будет, безусловно, присутствовать во всех наших помещениях. Кинозал практически на 95% готовность есть. Кинозал будет одним из самых современных залов в городе Казани. Фасад готовность 90%. Получился тот самый ДК имени Ленина, который был. 92% готовность строители дают полностью. Мы очень надеемся, что в декабре, к концу года, будет торжественное открытие. Дмитрий Айринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Троим лучшим раз в 2 года. В эти минуты в Камаловском театре вручается республиканская премия имени Марселя Салимжанова. Ее получают творческие коллективы и работники, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие театрального искусства Татарстана. С нами на прямой связи наш корреспондент Лина Зинатуллина. Лина, добрый вечер. Кому же досталась престижная награда и что унесут с собой победители? Добрый вечер, Алексей. Начнем с того, что премию имени Марселя Салимжанова вручают в особенный день. Сегодня как раз день рождения известного театрального режиссера. Эта премия стала второй по счету, и на нее заявились больше 20 кандидатов из республиканских театров и Союза писателей. В эти минуты мы уже знаем имена победителей. Это драматург Ризван Хамид, награжденный посмертно, директор Менделинского татарского театра Роберт Шаймарданов и коллектив Казанского ТЮЗа, где 4 года проработал и сам Марсель Салимжанов. Для них это особая победа, они уже поделились эмоциями. Это очень символично, это очень дорого для нас. И, конечно, мы понимаем, что это очень высокая планка. И эта награда, я уже сказала об этом и на сцене, еще раз хочу повторить, что это очень мощный творческий стимул для дальнейшей работы всего нашего коллектива. Победителей наградили не только почетными дипломами и нагрудными знаками, но и денежными премиями в 200 тысяч рублей. Театр в республике жив и будет жить. Этот вечер продолжает премьера спектакля «Миркай Айселу». На этом у меня все. Алексей. Спасибо, Лина. Это было включение из театра Камала, где в эти минуты вручают премию Марселя Салимжанова. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112». Серия преступлений сексуального характера в одной из гостиниц Казани. Мужчина спокойно ходил по отелю и заходил в номера к малолетним девочкам. Все подробности через несколько минут. Сейчас о спорте и о погоде. И до встречи в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Только в ноябре назначай свою цену на новый Nissan. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 единицы. Постройте свой дом с Арским кирпичом. Только в ноябре цены снижены. Кирпич от 8 рублей. Бесплатное хранение. Арский кирпичный завод. Готовь кирпич осенью. Телефон Варский 333-79. Илья Авербух представляет новогоднюю сказку «Новые бременские музыканты на льду». 4 и 5 января во Дворце спорта. Без возрастных ограничений. В Центре лучевой диагностики скидки до 20%. МРТ от 1500 рублей. Пленка в подарок. Звоните 205-59-17. Ой, папа, вас мама и тут, и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк? На каток. Теле7. Хорошо, когда мы вместе. В Мебельграде большая распродажа. Скидки на 100% мебели. Либридерм, сирацин. Не время спать! Время скидок в Эссен! Только с 8 утра 14 до полуночи 15 ноября. Супер скидки до 50% на все. Подробности акции узнавайте в гипермаркете Эссен. Аргументы и факты. Голос великой страны. В каждом номере. Деловая среда. О всем, что дорожает, покупается и продается. Политика. Только анализ. Только первые лица. Здоровье. Учимся жить без болезней. Телепрограмма. Многим не нравится то, что мы пишем, но правда обязательно должна дойти до читателя. Аргументы и факты. Достоверно о главном.
Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В ноябре со скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 семерки. Болгар радиосының Алтын йылдыз милли музыкаль премиясыны тапшыру тантанасында очрашканга кадәр бергә булыйк. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. В континентальной хоккейной лиге наступил недельный перерыв. Игроки отправились в расположение своих сборных. До этого хоккеисты Акбарса на своей площадке принимали Нижегородская торпеда. В составе соперников, что не игрок, то знакомая фамилия для казанских болельщиков. В воротах Станислав Галимов, уже 2 раза выступавший за барсов. На площадке Сергей Костицын, Михаил Жуков и молодой Максим Лазарев. Первый период прошел ровно, и только лишь второй отрезок матча выдался голевым. Сначала Евгений Мозер пробивает Эмиля Гарипова, а дальше родной брат Степана Захарчука Иван по теннисному забивает второй гол. Казанцы смогли ответить только шайбой Никиты Яськова. Итоговый счет 1-2. После поражения Акбарс спустился на вторую строчку Восточной конференции. Однако надеемся, что это явление временное. У Бориса проведено на 3 игры больше. Это был очень быстрый матч, быстрый, жесткий матч. Много моментов, я считаю, было и у нас, и, естественно, у Акбарса. Я скажу, что мне игра понравилась, я думаю, что зрителям тоже. Россия готовится к финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу. 23 сборных уже оформили путевки. И в ближайшие 2 недели определятся последние 9 участников турнира. Тем временем экс-форвард сборной Германии вынесет Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА на сцену Государственного Кремлевского дворца. Напомним, что в 2016 году жеребьевку Кубка Конфедерации принимала Казань. И в завершении новости бадминтона серебряную медаль завоевала спортсменка из Татарстана на первенстве России до 13 лет. Чемпионат проходил в городе Омск. Участниками турнира стали сразу несколько представителей нашей республики. 3 спортсмена от юношей и 3 девушки. Это бадминтонистки школ Казани, Алексеевского и Сабинского района. Серебряную медаль в копилку Татарстана принесла Мария Серегина. Спортсменка стала второй в женском парном разряде вместе с Галиной Мезенцевой из Башкортостана. Также в 8 сильнейших вошли Дмитрий Белых и Айтуган Сунгатулин в мужском парном разряде. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль ДМ Мебель и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. И еще одна полезная информация. Спонсор показа ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде и гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Баблы, Азнакаево ночью без осадков, днем возможен снег. Температура воздуха в ночное время -2, днем около 0 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ночью также без осадков -1. Днем местами выпадет снег, воздух прогреется до 1 градуса выше 0. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске облачная погода, временами пройдет снег. Температура воздуха в ночные часы и днем около 0 градусов. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси дневные часы местами выпадет снег. Температура воздуха около 0. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью -1, днем около 2 градусов выше 0. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет пасмурная погода. Временами не исключен небольшой снег. Ночью 0, днем до 1 градуса выше 0. В последующие дни вероятность осадков будет небольшой, температурный фон не изменится. Автоцентр «Луидор Казань», официальный дилер автомобилей марки ГАЗ на территории Республики Татарстан, предоставляет услуги по продаже и доработке автомобилей на базе собственного предприятия, услуги автосервиса, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Автоцентр «Луидор Казань», Казань, Сибирский тракт, 59.
Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр ГАЗ Луидор, Казань. Звоните 288 87 78. Предложение не является публичной офертой. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанской Швейцарии. Слов нет. Питание чудо. Шведский стол. Комфортные переходы. Моцеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана. Известна далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. О погоде в Казани. Завтра будет облачно и без осадков. Температура воздуха в ночное время 0 градусов, днем воздух прогреется до +2. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите себя. В конце выпуска еще одна полезная информация. Спонсор прогноза погоды ООО «Акбарс Недвижимость». Компания объявляет месяц покупателя. Только 190 хороших квартир по хорошей цене. Так, квартира в жилом комплексе «Светлая долина» с выгодой 185 тысяч рублей. Телефон 295 77 77. Только 190 квартир с хорошей скидкой. Квартира в Светлой долине с выгодой 185 тысяч рублей. Звоните 295 77 77.